17 сентября Китай опубликовал специальный документ, который был назван «Белой книгой». Согласно заявлениям китайских властей, ежегодно с 2014 по 2019 год в уйгурском регионе проходило профессиональное обучение около 1 миллиона 300 тысяч рабочих. Пекин столкнулся с критикой западных стран и правозащитных групп за строительство лагерей перевоспитания, в которых находится по меньшей мере 3 миллиона уйгуров и других мусульман. Китайское правительство обвиняют в пытках, принудительном политическом перевоспитании и трудовой эксплуатации узников. Однако Пекин продолжает отрицать свои преступления и настаивает на том, что это не лагеря, а центры профессионального обучения, где люди изучают китайский язык и получают навыки ведения бизнеса. Специалисты заявили, что в официальном документе Госсовета китайские власти косвенно признали существование лагерей. – 14 сентября крупнейший аналитический центр Вашингтона опубликовал специальный доклад о репрессиях китайского правительства в отношении уйгуров. В документе, составленном профессором Джорджтаунского университета Джеймсом Милвардом и исследователем Далией Петерсон, которая выступает за права уйгуров, отмечается, что с 2016 года Пекин связывает любые действия уйгуров с экстремизмом, проводит повсеместное наблюдение, произвольные аресты, промывание мозгов, разрушает семьи, использует детский труд, подневольных рабочих, принудительные аборты и стерилизацию населения. Согласно отчету, сотни тысяч китайских компаний и мировых брендов разбогатели благодаря прямому использованию рабского труда или косвенной поддержки Коммунистической партии Китая. США неоднократно вводили санкции в отношении ряда китайских компаний и учреждений с целью предотвращения трудовой эксплуатации уйгуров. Но несмотря на это, существуют сотни фирм, которые продолжают поставлять в Китай технологии, которые используются для тотального контроля. В связи с этим неотложным и важным вопросом становится необходимость действенных мер против китайского правительства по всему миру. Каждую пятницу уйгуры, проживающие в столице Финляндии, проводят акцию протеста против репрессий и геноцида жителей Восточного Туркестана. Акция, которая проводится с 4 до 6 вечера у центрального вокзала Хельсинки, привлекает внимание большого количества финнов и иностранцев. Посетивший мероприятие финский депутат пообещал внести в парламент предложение о рассмотрении уйгурского вопроса. С другой стороны, Абдурахим Гани, который живет в Нидерландах, уже 3 года проводит одиночную акцию протеста против преследования Китая на площади Дам. Голливудский кинорежиссер Джад Апатоу опубликовал в своем аккаунте в Твиттер заявление об уйгурах, содержащихся в китайских концлагерях. Миллионы уйгуров содержатся в плену в концентрационных лагерях Китая. Настало время, когда Disney и Apple должны нарушить молчание о людях, незаконно содержащихся в этих учреждениях, подчеркнул Апатоу. В ходе интервью телеканалу MSNBC, которое прошло 14 сентября, режиссер также затронул данный вопрос, отметив, что Китай оказывает влияние на Голливуд, американские фильмы и свободу слова. Китай начал проводить учения вблизи Тайваньского пролива, которые надо рассматривать не как предупреждение, а репетицию захвата острова, сообщает китайское издание Global Times. Отмечается, что 18 сентября начались учения Народно-освободительной армии, в ходе которых самолеты Народно-освободительной армии приближались к Тайваню с разных сторон. Министр обороны Тайваня Чан Гуаньсюн заявил, что Пекин использовал 18 боевых самолетов, части из которых пересекали срединную линию Тайваньского пролива. Данные учения стали реакцией на визит на Тайвань заместителя главы Госдепартамента США Кита Крака. О начале учений в пятницу сообщил официальный представитель Министерства обороны Китая Жень Гоцян. По его словам, это является необходимым шагом на фоне сложившейся ситуации в районе Тайваньского пролива и предназначено для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны. Повторив, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, Жень Гоцян подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, не допускающим вмешательства каких-либо внешних сил. Он отметил, что в последнее время США и Тайвань активизировали свой сговор и непрерывно искусственно создают инциденты. Кит Крак провел переговоры с Цай Инвэнь и принял участие в поминальной службе по бывшему президенту Тайваня Ли Дэнхуэю.